Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшекшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. В Сухуми прошел круглый стол, где обсуждались актуальные вопросы современного государства. В Русском драматическом театре проходит режиссерская лаборатория «Сандро» по произведениям Фазиля Искандера. Завершил свою работу детский диабетический лагерь, в котором участвовали дети с сахарным диабетом и их родители из всех районов республики. Аслан Бжаня поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с днем рождения. Венесуэла – пример борьбы за идеалы справедливости, социального прогресса и защиты прав человека, и меморандум, прописанный между двумя республиками, соответствует этим идеалам. Абхазия прилагает все необходимые усилия для укрепления межгосударственного сотрудничества и реализации подписанных соглашений в различных сферах, говорится в поздравительной телеграмме. Вопросы активизации взаимодействия и перспективы сотрудничества, а также широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, обсудил посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али и посол Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике Александр Ефимов, сообщает медиацентр МИД Абхазии. Мухаммад Али подчеркнул, что отношения между двумя странами развиваются поступательно и динамично на основе союзничества и стратегического партнерства. Он выразил надежду на продолжение совместной работы и готовность сотрудничать по самому широкому кругу вопросов. Александр Ефимов, в свою очередь, отметил особую значимость абхазо-российских отношений и выразил готовность оказать помощь и поддержку абхазской дипмиссии в Сирии. Реалии и перспективы современное государство. Тема круглого стола, прошедшего в Сухуми. В обсуждении актуальных вопросов современного государства приняли участие представители общественных организаций, депутаты парламента, члены правительства и общественной палаты. Участники круглого стола высказали свое мнение по актуальным вопросам современного государства. Открывая встречу, руководитель общественной организации «Союз ветеранов и молодежи Апсны» Саид Будба подчеркнул, что на протяжении послевоенного времени в Абхазии не удалось выстроить стабильную политическую среду, способную вывести государство из цикла политических эскалаций. По этой причине наше государство во многом отстает от других стран мира, считает он. Конечно, есть разные мнения, да, кто-то считает сегодня, какая в Абхазии нужна, в том числе и форма правления, кто-то говорит президентская, кто-то говорит парламентская, но при обсуждении всех этих тем, конечно, нужна четкая аргументация, и самое главное, не политизируя этот вопрос. Также, вы знаете, иной раз я вижу, что есть какие-то негативные мнения, но наши граждане хотят видеть, наверное, от молодых людей какой-то стимул, какой-то позитив. На мой взгляд, у нас позитив уже есть, но мы об этом почему-то начали забывать. Мы небольшой народ, но при этом имеем свое независимое государство. Вот как мы смотрим в мире, есть очень много народов, по численности намного больше нас, которые своей государственности, к сожалению, не имеют. Власть может быть демократичной или авторитарной. Мировая практика показывает, что когда власть концентрируется в одном месте, государство становится авторитарным, что приводит к череде политических кризисов, преждевременных смен власти, революции. Для избежания всех негативных процессов необходима политическая стабильность, отмечали участники круглого стола. Я считаю, что мы должны работать в том направлении, чтобы скорректировать нашу власть, сбалансировать ее, чтобы сдержки и противовесы работали эффективно и смогли сохранить целостность и стабильность нашей политической системы. Только в таком случае возможно, что наше государство сможет все-таки двигаться вперед, и будет эффект уже от каких-то не стержневых, а более локальных реформ, нацеленных на экономический потенциал нашего государства, на социальную сферу. По мнению участников круглого стола, изменение модели правления в республике приведет к порядку, даст стабильность политической власти в государстве для поступательного и спокойного развития. Понимание того, что это будет плановый, системный подход к решению всех возникающих вопросов в стране. Вот тогда будет видна, это будет новый курс, новый внутриполитический курс, и будет видна четкая, понятная и внятная работа, нигде личные групповые интересы будут выше общегосударственных,
а будет, наоборот, вопросы общегосударственного характера идти впереди личных и групповых интересов. В целом процессы глобализации во всем мире начались давно. Однако с момента учреждения первых международных организаций государства стали сталкиваться с проблемами сохранения своего суверенитета при ведении международных дел, а также обеспечения национальной безопасности. Последующие мировые экономические кризисы, которые были в известный период, поставили перед развивающимися странами вопрос выбора. Это делегация части суверенитета вот этим вот объединением, стратегическим партнерством, либо создание крепкого самостоятельного государства, суверенного государства без делегирования этого суверенитета. Нужно было пожертвовать своим суверенитетом в пользу интеграционных процессов, либо попытаться сохранить свой суверенитет и наращивать собственные производства и развивать экономику в целом. Многие государства, в том числе Россия, выбрали второй вариант, при котором в итоге можно наблюдать на сегодняшний день, на мой взгляд, обратной глобализации процесс, деглобализация. И здесь абсолютно точно могу высказать свою позицию и устойчивое убеждение в том, что я придерживаюсь мнения необходимости сохранения национального суверенитета, максимальное использование механизмов развития экономического потенциала своей страны, в том числе и интеллектуального потенциала нашей страны, в обязательном порядке. Участники встречи говорили и о поправках в Конституцию Абхазии. Депутат парламента Дауд Худоба рассказал, что проект закона по конституционной реформе находится на рассмотрении, и вскоре его должны вынести на сессию парламента. Вот в моем понимании современное государство – это которое, наверное, при создании и принятии таких серьезных нормативно-правовых актов, оно, может быть, сомневается, оно должно, наверное, сомневаться, и депутаты должны сомневаться, но решение принимать все равно нужно. И оттягивать это более, наверное, мы не будем. В ближайшее время первая, наверное, уже встреча у нас будет в рамках комитета. Мы пригласим и со стороны общественной палаты, естественно, администрация президента. Андрей Львович лично всегда присутствует и участвует в нашей работе. Также обратимся и к руководителю данной комиссии, для того, чтобы уже и они присутствовали, и свое отношение уже к конкретному проекту, который сегодня находится в парламенте, выразили. Реформа в местном самоуправлении, мне кажется, она даст очень большой толчок. Во-первых, у нас и система, она должна быть, мне кажется, в первую очередь под наш менталитет, под нашу культуру. Вот как здесь и раз правильно сказал, то, что один человек совершенно у нас никогда так не было. Даже если взять Абхазское царство, исторические времена, система приживается хорошо, когда она связана с историей, с культурой, со собственным, только тогда. Участники круглого стола отметили, что такие встречи полезны и их нужно проводить чаще. Альга Трапшина, Алгвинджи, Абхазское телевидение. За прошедшие сутки сотрудниками подразделения МВД выявлено и изъято более 130 незаконно действующих аппаратов по добыче криптовалюты. Подробности в материале пресс-службы ведомства. В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалюты в Ачимчирском районе сотрудниками районного отдела внутренних дел совместно со службой государственной безопасности и специалистами Госстандарта Республики Абхазия на территории частного домовладения в селе Пакуаш обнаружено 86 аппаратов по добыче криптовалюты. Хозяин оборудования Читана Химца Капитонович. Оборудование изъято и помещено на склад временного хранения. Сотрудниками отдела внутренних дел по Сухумскому району в селе Баслат обнаружено изъято 30 майнинг-аппаратов, принадлежащих каталанзе Альберту Тареловичу. Мероприятия реализованы совместно с Госстандартом Абхазии сотрудниками РЭС Сухумского района. В городе Сухум из квартиры многоэтажного дома по улице Эшба участковые уполномоченные первого отдела милиции столичного УВД выявили 5 аппаратов по добыче криптовалюты, принадлежащие к Вицине Отаре Омаровичу. Оборудование изъято. При проведении оперативно-профилактических мероприятий в селе Дранда сотрудниками отдела внутренних дел по Глурыбскому району в домовладениях по улице Курченко выявлено 2 майнинг-объекта. Изъято 3 аппарата, принадлежащие Тепекян Андронику Аганесовичу, размещенные в подсобном помещении. Работали 4 аппарата, принадлежащие Тепекян Армену Араратовичу.
Также в селе Дранда в доме по улице Победы выявлено 3 аппарата по добыче криптовалюты, принадлежащие Бахтадзе Дауру Зурабовичу. Оборудование изъято и помещено на склад временного хранения. Все нарушители привлечены к административной ответственности. ЦРВ «Гала», Ачемчиры и Ткварчала обеспечены дизельными генераторами. Вопросы подготовки объектов здравоохранения к зиме обсудил министр Эдуард Будба с руководством районных больниц в ходе выездных совещаний в районы. На постоянном контроле главврачи держат вопрос бесперебойного энергообеспечения, готовность автопарка к ухудшению погодных условий, запас лекарственных препаратов и медикаментов на складах. Глава Минздрава поручил еженедельно информировать о положении дел в медучреждениях. Команда МЧС Абхазии примет участие в турнире по пожарно-прикладному спорту в Беларуси, который пройдет в январе следующего года в городе Бобруйске, сообщает пресс-служба ведомства. Турнир объединит участников из стран ближнего и дальнего зарубежья, что способствует развитию спорта, укреплению сотрудничества и взаимопонимания между работниками спасательных служб, говорится в официальном письме, направленном министру по ЧС Льву Квицине от имени председателя Бобруйского горисполкома Игоря Киселя. Творческое приключение, наполненное азартом, в Русском драматическом театре проходит режиссерская лаборатория Сандро по произведениям всемирно известного писателя, поэта, философа Фазилия Искандера. Для участия в театральном эксперименте в Русский театр приглашены 3 российских режиссера. И главная задача – за 3 дня вместе с актерами Русдрама поставить спектакль по мотивам рассказов Искандера. О том, что сейчас происходит в стенах Русского драматического театра, в репортаже Гугуцы Вардания. Я по дороге съел почти полкорзины грецких орехов. И никакой ореховой дурью не заболел. Знаменитые цитаты, выражения, отрывки из повести Искандера Сандро из Чегема сегодня доносятся из каждого уголка Русского театра драмы, который носит имя великого писателя с 2017 года. Здесь всегда кипит жизнь, но в эти дни по-особенному. Ведь репетиции идут не только на сцене, но и в фойе, коридорах и на каждом этаже театра. Так проходит режиссерская лаборатория Сандро в Русдраме. Это творческий эксперимент, сложная динамичная работа от зарождения идеи до воплощения. Главная задача в кратчайшие сроки – поставить спектакль по мотивам произведений Фазилия Искандера. Для участия в театральном приключении в Русдрам приглашены 3 российских режиссера, выпускники ГИТИСа и Российского государственного института сценических искусств. Его дожидается невеста. Невеста? Ну дожидается невеста. Белая, как снег. Рассказ Искандера с греческими мотивами «Харлампо» и «Деспина» в стенах Русдрама впервые ставит греческий режиссер и выпускник ГИТИСа Василиос Самуркас. Вот такие возможности дает режиссерская лаборатория Сандро в этом году. Там греческая тема, и для меня было безумно интересно, что с артистами тут, в этом прекрасном театре, сделать Искандера по-гречески. И Ираклий срочно мне написал, если могу в течение дня, просто я был в Москве, и завтра можешь приехать в Абхазию. Я думал, как, что? Эскиз по Искандеру, но слава богу, я 3 года назад уже прочитал Искандера, и я решил приехать первый раз в Абхазию. И я очень рад, что я вижу и чувствую себя как дома. У режиссеров и актеров театра практически нет времени на перерыв. Нужно играть, продумывать, учить и чувствовать. В этом зале режиссер Олеся Невмержицкая ставит пастуха Махаза. До 3 часов сейчас нам сделать все сначала. В режиссерской лаборатории задействованы и актеры детской театральной студии Русдрама «Чик». Я играю в эскизе «Пастух Махаз». Я 3-я сестра Амира. Я играю сейчас впервые в режиссерской лаборатории.
Я вообще была поражена, что меня, естественно, туда взяли. Я недавно покупала билет, я не думала, что я буду участвовать. Совсем неподалеку на сцене Росдрама режиссер, выпускник Российского государственного института сценических искусств Игорь Лебедев репетирует с актерами философскую и остроумную повесть «Кролики и удавы». Брать на себя такой сложный текст – это риск, делится Игорь, но все же решил попробовать. Как сказать, пока что мне очень интересно. Единственное, конечно, я точно знаю, что я не считываю очень многие вещи, которые для вас обыденны. Вот это я знаю точно. Я их чувствую просто по актерам, понимаете, вот какие-то такие тонкие истории, которые... И так любопытно, мы прочитали инсценировку, и я в полной уверенности, что ребята... Ну, они так читают, что я в полной уверенности, что ребята мне ничего не ответят. И они мне вдруг рассказывают весь второй план, понимаете? То есть они абсолютно читают текст, зная, чувствуя его на каком-то глубинном уровне. Это замечательно просто. Произведения приглашенные режиссеры выбирали сами. В результате отобрано 3 повести. Здесь репетируют «Кроликов и удавов», «Харлампо» и «Деспину», «Пастуха Махаза». Поставить спектакль по «Искандеру» за 3 дня задача не из легких, наполненная азартом. Это самая короткая лаборатория, в которой я участвую. Вот здесь у вас. Она первая, у меня это уже 15-я или 16-я лаборатория. Вот это самая короткая, 3 дня. Обычно дается 5, там вот больше. Но вот первый раз в 3. Как с актерским составом вам работается? Они просто очень талантливые, они открытие, они хотят работать, они как дети, что мы можем до 11, до 12. Что надо? Лежать, бежать. Они яркие. Но просто 3 дня – это очень мало. Они сойдут с ума и с текстом и так далее. Но я думаю, что мы справимся. Они молодцы. Роман Сандро из Чегема – это метароман в том смысле, что он пишется сегодня. Мы все, так или иначе, персонажи этого романа. И те, кто, по сути, создает новую реальность бытования этих сюжетов. Мы продолжаем писать Сандро из Чегема, теперь уже театральным языком, универсальным языком театра, отмечает генеральный директор Росдрама Ираклий Хиндба. Режиссерская лаборатория – это вызов режиссерам и актерам. Чем закончится эта авантюра, не знают ни те, ни другие, но так рождаются одни из самых лучших спектаклей, как, например, «Электро» или рассказ Мула Старого Хапуга. Уже 25 ноября театральные эскизы будут вынесены на суд зрителей и экспертного совета ведущих театральных критиков России и деятелей культуры Абхазии. Лучшая работа войдет в репертуар театра. Также в рамках лаборатории 24 ноября в 14:00 пройдет публичная лекция театроведа Ирины Ганзеры «Театральная жизнь в городе». Гугуца Вардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Печальная весть. Не стало Сергея Чакфитадзе. Подполковник в отставке Сергей Чакфитадзе более 40 лет прослужил в органах государственной безопасности. Свою военную карьеру он начал еще в советское время. Чакфитадзе занимал оперативные и руководящие должности, дорос до звания подполковника КГБ СССР и ушел в отставку. В разные годы возглавлял Гудаутское районное собрание, Совет старейшин Гудаутского района и Совет ветеранов Гудаутского района. Награжден 9 медалями, кавалер ордена Арцапша 3-й степени. Сергей Чакфитадзе внес большой вклад в становление службы госбезопасности во время Отечественной войны народа Абхазии. Им воспитано не одно поколение молодых оперативников, которые и сегодня служат Родине. 23 ноября завершил свою работу детский диабетический лагерь, в котором участвовали дети с сахарным диабетом и их родители из всех районов республики. Лагерь был организован по инициативе Диабетического общества Абхазии при содействии Министерства по туризму и руководства пансионата «Айтар». Лаура Капш расскажет подробнее. Сарии Бжане 11 лет. Она живет в Сухуме, учится в 4-й школе в 6 классе. Эта жизнерадостная девочка с необыкновенно красивыми, улыбчивыми глазами 6 лет назад заболела диабетом. Но это не мешает ей радоваться и жить нормальной жизнью. И вот уже 3-й год подряд Сария участвует в детском диабетическом лагере. Мне с сахарным диабетом живется нормально. Вообще не беспокоит. Иногда, когда поднимается сахар, мы делаем укол. Когда он спускается, мы что-то кушаем. Мои друзья, например, в школе, они относятся нормально, ничего не говорят.
Ну, больше всего они тоже переживают, типа спрашивают, какой у тебя сахар, высокий, низкий. Бесплатный детский диабетический лагерь «Диабет Апсны» носит ежегодный характер. Вот уже 3-й год подряд по инициативе Диабетического общества Абхазии у детей нашей страны с сахарным диабетом есть возможность общаться, а у их родителей обмениваться опытом. Ведь главная цель лагеря – это объединение диабетического сообщества и приобретение новых знаний в мире компенсации диабета. В организации данного лагеря нам помогло Министерство по туризму. Выражаем благодарность руководству гостиницы «Айтар», которые приняли нас и неделю терпели нас с нашими детками. Огромное им спасибо. Главной целью диабетического лагеря – это, конечно же, в первую очередь обмен опытом между мамами, потому что мы приглашаем сюда детей и их родителей. Для нас очень важно, чтобы дети привыкли, научились жить со своим диабетом, чтобы они его не воспринимали как что-то чуждое, потому что ребенок с диабетом, он такой же ребенок, как и все остальные. Диабет становится неотъемлемой частью их жизни, и жить с ним правильно, грамотно, именно этому мы их обучаем здесь. 15 детей из всех районов Абхазии имели возможность послушать ряд лекций от российских экспертов, узнать о новейших гаджетах, облегчающих жизнь диабетиков. Также была возможность пообщаться с психологом. Это в большей степени было необходимо детям, которым диагноз диабет был поставлен недавно. Так как, к сожалению, на сегодняшний день у нас нет детского эндокринолога в Абхазии, мы приглашаем сюда специалистов из России. В этом году у нас была доктор, детский эндокринолог, заведующая детской эндокринологией Сеченова. Она читала ряд лекций, обучала детей. Она здесь оставалась вместе с детьми, помогала с дозировками инсулина, обучала, как правильно жить, как правильно вводить инсулин, сколько есть. Абсолютно всему. Из Калининграда 3-й год подряд приезжает специалист в области диабетических гаджетов. Технологии идут вперед, каждый год выходит что-то новое, чтобы облегчить жизнь человека с диабетом и обучать наших детей именно как жить с этими гаджетами, как с ними жить, как их настраивать. Именно такой специалист тоже к нам приезжал. Каждый год я приезжаю и что-то новое рассказываю, потому что мир диабета не стоит на месте, у нас появляются новые сенсоры, новые помпы. На данный момент у большинства детей стоит сенсоры, глюкозы, мониторинг Freestyle Libre 1-го типа. У кого-то с трансмиттерами, у кого-то нет. Это позволяет лучше компенсировать диабет, видеть, что с твоим ребенком не так, удаленно за ним наблюдать. У многих стоят инсулиновые помпы. Это облегчает течение тоже заболевания, потому что ребенка каждый раз не надо колоть, прокалывать, и детям становится легче. Детский диабетический лагерь проходил с 16 ноября. Завершая мероприятие, детям вручили грамоты за активное участие. Диабетическое общество Абхазии на сегодняшний день помогает детям социализироваться в обществе, что немаловажно. В первую очередь, я поспрашивал, вы можете заниматься спортом, это вам даже помогает в какой-то степени. Поэтому не хочу, чтобы вы руки опускали в какие-то моменты. Занимайтесь спортом, занимайтесь тем, что вы будете развиваться. Мечтать также можете, как и все. То есть не нужно себя считать какими-то не такими детьми. Вы такие же, как и все. Я, например, с самого детства должен следить за своей диетой, потому что я вот такой становлюсь большой. Мне всегда нужно за своим весом следить. И поверьте, только хорошо, потому что вы будете кушать правильные вещи. На сегодняшнее время много химии, много чего в магазине продается, то, что вам не нужно. Поэтому вы даже больше будете замотивированы, чем остальные люди. Хотелось бы сказать спасибо данной общественной организации, что она помогает. И на сегодняшний день помогать детям – это первоочередной не только общественной организации, но и всему народу и всей стране мы должны помогать детям. Не приговор – это образ жизни. Если не запускать болезнь, с современными препаратами и при правильном образе жизни можно сохранить здоровье. Лаура Капш, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.
В преддверии юбилея Союза писателей Абхазии в республику прибыла делегация Союза писателей России во главе с председателем организации Николаем Ивановым. В честь знаменательной даты на аллее абхазских писателей имени основоположника художественной литературы, народного поэта Абхазии Дмитрия Гулия было высажено дерево дружбы, клен и осеннелистный фламинго. Мероприятия, посвященные 90-летию Союза писателей нашей страны, пройдут в Сухуми 24 ноября. Сегодня действительно один из знаменательных дней для абхазской национальной литературы, для всей нашей республики, потому что завтра, 24 ноября, мы отмечаем юбилей Союза писателей, 90-летний юбилей, и в честь этой даты на юбилейные торжества приехали наши гости, коллеги из Российской Федерации, прежде всего во главе этой делегации председатель правления Союза писателей России Николай Федорович Иванов. Он вместе здесь с нами, и сегодня благодаря него мы опять вместе. Это для нас, конечно, имеет большое значение для наших дальнейших взаимосвязей, прежде всего творческих, конечно же, и человеческих. Земля Абхазии для меня, она дорогая, она святая. И люди, которые населяют эту землю, которые защищали эту землю во всех войнах, да, это показатель высоты, нравственности всего народа. Я искренне поздравляю и писателей с их знаковым юбилеем. Я поздравляю народ Абхазии с тем, что у них такая знаменательная дата у писателей, а значит и у народа. В Гудауте прошло заседание оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют. На совещании обсудили показатели потребляемости электроэнергии, нагрузки на электросети и другие актуальные вопросы. Подробнее в материале наших коллег из Гудаута ТВ. По указу президента в связи с участившимися фактами незаконного подключения к энергосистеме оборудования, предназначенного для добычи криптовалюты по Гудаутскому району, был создан оперативный штаб. Заместитель главы Валерий Авицба обратился к населению с просьбой проявить уважение друг к другу и приостановить работу незаконного оборудования для добычи криптовалюты. В первую очередь это отключение тех электроприборов, которые не являются необходимыми для вашего жизнеобеспечения. И второе, что немаловажно, производить оплату за потребленную электроэнергию, потому что это очень взаимосвязанная вещь. Некоторые считают, что плата не важна, но мы не сможем нормально реагировать на те проблемы, на те аварии, которые происходят, если не будет возможности именно финансовой, материальной и технической, которые напрямую взаимосвязаны именно с оплатой за потребленную электроэнергию. Получается, что человек, который зарабатывает деньги на криптовалюте, по сути зарабатывает их за счет тех людей, которые платят за электроэнергию. И самое важное, что он этим самым ухудшает электроснабжение и свое, и всех своих, в первую очередь, соседей. Всем неравнодушным гражданам, кому не безразлична ситуация с электроэнергией в стране, просьба обращаться по вопросам незаконной установки оборудования по добыче криптовалюты, звонить по данному номеру 7 840 245 7102. Анонимность обращения гарантирована. Рафида Смыра, Стамурайба, Гудаутское районное телевидение. В Республиканской детской юношеской спортивной школе игр стартовал международный турнир по баскетболу среди женских команд «Кубок дружбы». В турнире принимают участие 5 команд, 4 из Абхазии и 1 из Краснодара. Соревнования будут проводиться по круговой системе и завершаться 26 ноября.
На территории Рыцинского реликтового национального парка из-за непогоды на 36-м километре на проезжую часть дороги упали деревья. Сотрудники устраняют последствия непогоды и расчищают дорогу. Руководство парка предупреждает жителей и гостей республики о том, что на территории парка в Ауатхаре обильные снегопады. В целях безопасности просят автомобилистов осуществлять поездки на озеро Рица на машинах, оснащенных зимней резиной. А урочище Ауатхара закрывается для посещения с 24 ноября. В завершение выпуска расскажем о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 24 ноября на территории Абхазии ожидается дождь, возможно гроза, в горах снег. Температура воздуха ночью 3-8, днем 7-12 градусов тепла. Температура морской воды плюс 15 градусов. На этом информационный выпуск Камчукшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.